Медицина, образование, жилье, политика – масштабные задачи, которые лидер государства и глава региона ставит перед правительством. Одним из важных направлений является развитие здравоохранения, огромное значение которому уделяет и руководство республики. Для оказания высококвалифицированной медицинской помощи в регионе открыто ряд медицинских учреждений. Только в октябре прошлого года свои двери распахнули сразу 2 амбулатории. В Альтиево двухэтажное здание построили на месте старой амбулатории при финансовой поддержке компании «Роснефть». Очень хорошие условия для проведения различных анализов. Об этом мы могли только мечтать, потому что раньше нам приходилось все делать ручным методом. Это вот биохимический анализатор Сапфир 400. Он выполняет от 20 до 22 параметров. Но с помощью можно и микроэлементы сделать, и электролиты сделать, и субстраты сделать. Вот этот аппарат, иммуноферментный аппарат. С помощью этого аппарата мы делаем гепатиты, ТОЧ-инфекции, ПСА. За последние 5 лет здравоохранение региона удалось вывести на 3-уровневую систему оказания медицинской помощи. С открытием республиканского перинатального центра и онкодиспансера вдвое снизился показатель младенческой смертности от онкологических заболеваний. Полностью исключена и материнская смертность. Большое внимание в Ингушетии уделяется профилактике заболеваний. В регион в который раз приезжали ведущие врачи Федерального медико-биологического агентства. Бригада из 60 врачей успела побывать во всех районах республики. Успели привить 1300 человек, в том числе детей. Это и выявление онкологических заболеваний на ранней стадии, и решение вопроса дальнейшего лечения, либо это здесь на территории республики, либо это в федеральных клинических центрах Федерального медико-биологического агентства. До 2024 года Ингушетия будет участвовать в 12 национальных проектах. Благодаря поддержке федерального центра республика значительно продвинется в развитии. К приоритетным направлениям на ближайшее время относится строительство многопрофильной больницы, психоневрологического диспансера, новых больниц в Карабулаке, в Сунженском и Малгобекском районах. Знания – важнейший конкурентный источник развития. Прошедший год, как обещает и нынешний, стал плодотворным и для образования региона. К 123 общеобразовательным организациям республики в прошлом году добавилось еще 6 новых школ, возведенных в Карабулаке, Малгобеке и Назране. Также открыли свои двери 3 детских сада. Череда открытий продолжилась и в этом году. Новое дошкольное учреждение на 220 мест открылось в этом месяце в Нестеровском. В тот же день новая школа приняла детей из сельского поселения Мужичи. Здесь 15 классных кабинетов, есть оснащенный кабинет информатики, тоже, который мы очень ждали, на 25 мест. Есть огромный стадион. У нас вообще здесь не было места, где можно было заниматься спортом, и учащиеся нашей школы были вынуждены ездить в соседнее село, заниматься спортом. И вот теперь у нас такие возможности. Есть столовая прекрасная и оборудованная библиотека. И я думаю, что это во многом облегчит наш труд, и мы уже сможем давать хорошие результаты. Возведение еще нескольких аналогичных объектов находится на завершающем этапе. Кроме того, развивается и дополнительное образование. В Магасе открылся и первый технопарк «Кванториум», который позволяет охватить дополнительным образованием не менее 800 детей. Приоритетными стали развитие городской среды, сельских территорий и инфраструктуры в регионах. В частности, в 2018 году в рамках проекта формирования комфортной городской среды в Ингушетии проведены работы по благоустройству 15 дворовых и 8 общественных территорий. А в 2017-м в республике благоустроено 44 дворовых и 13 общественных территорий на общую сумму около 104 миллионов рублей. В рамках реализации проекта жители городов и сел могут высказать свои пожелания по благоустройству той или иной территории, а также участвовать в голосовании по отбору общественных пространств, которые должны быть обустроены в первую очередь. До начала зимы завершены и оплачены работы по благоустройству в полном объеме в Магасе, Назрановском и Нижегородском районах. По остальным муниципальным образованиям работы завершены в зимний период, хотя требования были завершить до конца лета, до окончания летнего периода. В разрезе по муниципальному образованию, у вас слайдовый материал, город Магас, одно общественная территория и одно дворовое. Слайд 3. Малгобек. 3 дворовых, 1 общественное.
Качественные дороги – также одна из важнейших задач, стоящих перед регионами. Этот вопрос также нашел отражение и в нынешнем послании главы республики Народному собранию. Если говорить в частности, в республике начата масштабная реконструкция 26-километрового участка трассы «Кавказ». 3 транспортные развязки, 4 полосы движения, современное освещение и сотни новых дорожных знаков. Все это обещает быть ближе к 2020 году. Идет полная реконструкция участка, значит, с устройством 3 развязок в 2 уровнях. Вот, и, соответственно, приведение ее к первой технической категории. Нельзя не отметить и стремительное развитие культурной составляющей республики. 8 домов культуры. Прошедший год стал рекордом по количеству построенных и открытых культурных центров. Впрочем, в этом году открытий планируется ничуть не меньше. В рамках федеральных программ место для культурного досуга уже появилось селение Барсуки, Далаково, Алиюрт, Газюрт, Акиюрт, Ашты и Алкун. Общей стоимостью 250 миллионов рублей. Последний такой объект открылся в селении Верхние Ачулки. И до сих пор не имели возможностей для своей творческой реализации. Ведь в каждом ребенке есть определенные свои способности творческие. А когда таких условий нет, чтобы они реализовались и выявились, конечно, ребенок как бы однобокое развитие происходит. Но теперь у нас имеются возможности по их наклонностям, способностям выявлять и дальше их развивать, эти способности здесь. Успехи во всех направлениях социально-экономического развития республики, а впереди не менее перспективные задачи. Они уже определены руководством страны и региона и, несомненно, требуют решения. Зильмхан Калоев, Жарейдат Халухоева, Новости 24.